В микрорайоне Коксай 9 семей переехали из аварийных квартир в новые современные дома. Всего здесь планируют вознести 23 двухэтажных здания, признанных непригодными для проживания. В рамках программы реновации жилье обновляют поэтапно. С прошлого года улучшить жилищные условия удалось уже 57 семьям, треть из которых успела получить ключи от новеньких квартир. Тему продолжит наш корреспондент. Вот этот дом по улице Нурлыбаева в самом центре города раньше делили между собой 9 семей. Люди годами латали старые стены и крышу, но здание давно стояло на грани обрушения. И когда объявили о его сносе, радости жильцов не было предела. Вот он, наш дом. Прожили тут больше 25 лет. Дюсин Кульбахаша вместе с детьми и внуками обитала в этом полуразвалившемся доме. Здесь она выдала замуж дочь, приняла в дом сноху. Но сколько бы они ни старались ухаживать за жильем, ветхость брала свое. Прогнившие полы, зияющие окна, осыпающиеся стены. Сейчас она прощается с квартирой площадью 84,8 квадратных метра, чтобы переселиться в просторное новое жилье на 120 квадратных метров. Нас переселили с такой развалюхи в прекрасный дом, уютный, светлый. При этом всем дали жилье, равнозначное по комнатности. У кого была однушка, дали однушку, у кого трешка – трешку. Огромное спасибо, очень довольны. Однако переселение остальных жителей микрорайона пока затягивается. Люди сами не прочь сменить старое жилье на новое, но не у всех в порядке документы. Кто-то заложил квартиру и не может погасить долг, у кого-то не оформлено наследство. Мы не приступаем к сносу, по каждому дому не будет стопроцентно готов весь пакет документов. Смысл программы – построить на месте старых домов новые. Если, допустим, из 9 квартир переселили 8, а одна осталась, мы не сможем сносить, поэтому нужно полное согласие всех. Новые квартиры, выделенные жителям в микрорайоне Шымкент-Сити, в среднем на 20 квадратных метров больше прежних. При этом никаких доплат с людей не требуется. Все квартиры сданы с полной чистовой отделкой.